То есть у вас есть подтверждающие документы, что по завершению 2016 года в клиринговой компании перевели все денежные Погасить. Это как можно погасить задолженность, когда мы вообще Вы ничего понимаете, не когда получили? письмо, что государство? Вот, Мы ничего вот не смотрите. Говорите, вам письмо, я письмо не получил. Карама. Вы им объясните? Вот, А Женя, я- вам вот- сколько лет? Карама. Да. Карама. Мы сейчас Гражданка России. Гражданка России. Они отработали, деньги им не заплатили. Они пришли к людям, которые сейчас подтверждают, что эти люди у них работали. Они говорят, они деньги перечислили. Клиринговая компания говорит, деньги не перечислили. Где истина? Вы их видите здесь? Кого? Где они ходят, знаете? Карама. Клиринговую компанию я здесь не вижу. Да. Письмо Ольги Валентиновны ляжет завтра. На И имя ответ руководителя организации. от нее я получу по либо завтра к вечеру, либо в четверг. И никто не будет здесь 2 месяца ждать. Потому что если у меня в четверг ответа нету, я соберу вот этих дам всех, и мы пойдем в прокуратуру города Москвы. И я просил вот уже Людмилу подготовить мне все договора копии. Если этого не будет, то мы в пятницу идем все в прокуратуру. Мне и обвинение будет тогда идти, как в сторону бы и клиринговой компании, так и из Склифосовского, если я не получу на этот ответ, на это письмо. 2 месяца никто не будет. Письмо ляжет завтра, и ответ, я думаю, оперативно нам будет дан. В медицине даже не платят. Да. Вообще уж обалдели. Уж ладно где-то. Но медицина. Такое государственное учреждение, да, и не платят. Я вообще в шоке. Скоро работать уже Не будете наши считать. сотрудники. Да я понимаю. Мы все обязательства тогда. Вам тогда взять медицину. А ваши сотрудники все остались на своих местах, они испугались. Никого не кинули, 4 месяца. Они испугались пойти сюда. Да. Сотрудники ваши испугались. С января, когда будет зарплата? 28 февраля? Сотрудникам понятно. Те, которые работают у них и работали же тоже подрабатывали в клининговой компании, подрабатывали, они испугались сюда идти. Потому что был звонок сверху о том, что если вы здесь появитесь, уволим по статье. Всех. И мне-то звонят, у меня все звонки записаны. В январе не заплатят. Что нам Уже делать? Я говорю, ну, закончился если вас сказали уволят, значит сидите на месте. Конечно, уже 31. Это когда будет? 28 У февраля? меня ребенок плакал и говорил, мама, всем подарки подарили на Новый год, а я без подарка. Без хлеба, без куска хлеба 4 месяца. Как работать? Как жить? Вы же с вами же на улице тоже остались. Ну, Гоняли нас на Вы улицу прямо. поймите, что не мы отвечаем за это. Да мы тоже понимаем, Вы что нам не вы. помогите, вы нам помогите. Чем мы вам можем помочь? Все могли, Деньги, которые поговорить и вызывать, и объяснить. А смотрите, а можно вопрос? Подожди, я прошу одного ответ. Уважаемый, ответ один вопрос. Сегодня 31 января. Закончился. Вы знали о той информации, что это женщины пришли еще не вчера, позавчера, и ни один интервью вышли в Яндексах, в различных ютубах. Какие меры вы предпринимали, только кроме сегодняшнего вашего разговора, я не видел. Почему не предприняли меры без нашего Мы присутствия? все деньги, которые необходимо Вы до сих было пор не заплатить, знаете местонахождение клининговой компании, которая выиграл тендер. Как? Вы же деньги перечисляете, куда вы должны изучать. Расчет не счет, Какой? это что? ИП? ИП? У меня его ИП есть. с тем, с кем заключен государственный контракт. За октябрь не дали. Зачем давать? Ноябрь, декабрь. Я вот это не Ну понимаю. поймите вопрос, скажите, пожалуйста, октябрь, ноябрь не заплатили людям зарплаты. Зачем надо было за декабрь перечислять 30 декабря? Вот вопрос. Прямой? Мы свои обязательства. Так, нет, я работаю давно уже с подстанцией скорой помощи, давно, и знаю, как это платится. Если октябрь сейчас платится можете за ноябрь, чтобы с ними ноябрь за говорили, ваши декабре. А мы вам не подходим, представитель? Нет, вот те, которые с вами контракт подписали, деньги куда никто не работал. перечисляли. А как имеет право Вот там клининговые перечислять компании, деньги? которые вам Александр, там, Дима, ну попросите, пускай с ним придут поговорят же. Почему они прячутся? Они боятся. Это же не Мы наше какое контроль. отношение к ним имеем? Мы также заключили с ними контракт. Они Поверьте, выиграли что мы по конкурсу. точно так же мучились. Так они же пока к вам с ними не ходили, ведь и про кабинеты отбивали. 17 год. Они же к вам, он же к вам каждый день ходил, кабинеты оббивал и меня обливал грязью, что я их обманула, что я у них 2 миллиона украла и бегаю от них. Откуда все это сейчас берется? Нет, ниоткуда. Вот они люди, все скажут. Лично, мы лично
И вот она, девушка, она скажет, Иван сам сказал. Знаю. Но вы заключаете Я знаю договор вашу с компанией и не несете да, никакой ответственности. Я перечислил и все, а люди остальные, они же у вас работают. Конечно. Государственный Они контракт работают не заключается. у нас. Что мы должны сделать? А как деньги выплатить нам? Деньги выплатить. Организовать встречи. Вот это ваша задача, все. Вы даже их не можете вызвать сюда. Александр Плясов, людям деньги не выплатили через какие-то своим родственникам называют. прекратили. Нагнетаете обстановку. Что нагнетать? Дайте им На деньги. людей не дошли деньги, Они понимаете? государство налоги платят. А вы, хорошо, не покажите наши бумагу, что вы деньги. перечисляли. Ну покажите бумагу им. Вы Будет перечислили официальный деньги. запрос, может Что они поговорить. требовали тогда? Мы же договорились, вот ваши Да представители. какая разница, он или требует? Им дайте, вот людям Что мы дайте. должны дать? Они должны сейчас идти ко мне, к нему, к вам, каждый день тратить по 5-6 тысяч рублей на такси, на метро, на все остальное. И искать вас они должны, что ли? Мы должны их искать. А что люди не получают? Что меня зачем как перчатки? Зачем? А там была, а там была. Один месяц руками старались. Для чего это? А потом 3 Советы писали. по 3 месяца. Моющих нету, моющих нету. Должны же маленько узнать, что Ну как можно? дают людям зарплату или нет. Одна, второй месяц другая, третий месяц третья. Что их менять? Вы как сможете перчатки? организовать встречу с этой компанией, люди, которые получили Мы не деньги от можем вас? этого вам обещать, потому что они точно так же, как и на ваши запросы, не реагируют и не приходят к нам. Давайте делаем такого вывода. Нам ничего не надо. Подождите, я сейчас скажу все. Тихо. Все. Делайте последующую программу. Это вы не последний. Горизонт 2500 кинул. Метрополитен 3500 кинул. Что надо делать? Вам надо сейчас всем собраться. Сегодня, завтра что сделал Владимир Владимирович, пускай делает он. 2 дня, если какой-то ответ сделал Владимир Владимирович, хорошо. Если нет, вам единственная позиция остается, не забывайте, только единственный шанс вас спасет охотный ряд. Даже не департамент. Соберитесь, вот не так, как здесь, как пришли. У каждого на руках 2 заявления. Один на комитет по странам СНГ, другой на национальный вопрос, который занимается всем. Путину надо. А давайте на Путин, тогда поймет, так, после у вас деньги ваши не светят, вам сразу говорю. Вы его никогда не увидите. Люди на Канарах Дмитрия отдыхают. Отдыхают уже. Начинаем дали вот 2 дня. За 2 дня, я думаю, ничего не решится. Есть второй вариант. Думаю, второй вариант вас каждому. Еще раз попрошу, не надо идти по одному, получать зарплату. Почему? С вами внутри вас всем собраться. Вот дают, говорит, ты хорошая, ты хорошая. А это, говорит, через неделю приходи. Поэтому, когда кому-то дают деньги, все вместе приходите, получите свои деньги. Да. Потом, до свидания. Если нет, я думаю, так же пойдем все вместе. Все, пошли. Мы теперь еще у нас моя. Да. Путину пойдем на прием. Вот, обращай, вот главврач. Они замы. На уровне государственного контракта, господа. И он выиграл. Ну, бред. Но это есть. Вы поймите. Это не моя прихоть, не ваша прихоть. Люкстрой имеет право в суд. А потому что у нас средства не было. А почему они не жаловались? Кому? На подсадке. Почему не жаловались, что у нас вообще... Куда средства деньги? не Почему было? деньги? Они не вам, они, у вас, посланцы, с вами нет правовых взаимоотношений. Ну, поверьте. Мало Ну, представьте, с такой компанией. Алексей Гусев, секретарь Московской организации профсоюза, независимого профсоюза работников здравоохранения «Действия». Здравоохранение Москвы. Нет, это общероссийский профсоюз. Как вы думаете, как в дальнейшем, вот суд, этих десятки, смотрите, женщин сидят, как это закончится по вашему по практике? Ваше мнение. Мне кажется, что, ну, во-первых, по закону, Как да, закончится? вот по закону. Потому что тут, видите, какая ситуация. Они говорят, мы не отвечаем, мы перед вами обязательств не имеем. И по закону оно так и есть. Но Не в нужно- Штатах же они находят этих вот, каждые 3 месяца бывает трудненьким. Они вот сами... А видите, я им задал вопрос, а вы проверяете, кому принадлежат эти компании вообще? Они говорят, ну, у нас таких случаев не было, Сейчас опять же поэтому... говорят, 2-3 месяца мы не будем работать. Нам Опять вначале будем даже работать, сказали, опять вначале, вот, когда мы заступили, извините, заступили, нам сказали, смотрите, компания
очень плохая. И каждый день писали накладные рапорты, что моющих нет, бумаги нет. Все. Писали на статью. Все писала заведующая при нас прям писала. Девчонки, привезли что-нибудь? Нет, не привезли. То, что состоялось, Я секунду. это уже хорошо. То, что присутствовал представитель Федерации мигрантов и профсоюз Минздрав, это уже плюс. Дальнейшие шаги я вам объяснял. Что подождем день-два максимум, или 3, может, неделю, дальше значит, надо думать, каким образом разрешить ваш вопрос. Сложно, вы не одни, на это строилась Москва, и они дальше так и хотят, но, скорее всего, это закончится, может быть, с чем-то может быть связано, но с другой стороны, начнете, когда тендер выигрывает непонятный человек, выиграют те люди, которые слишком приближены к нынешним руководителям власти. Поэтому они их искать не собираются. Но надо до конца идти, иного выхода нету. Да. Надо до конца уже. Вещи, да, договора.